Ну вот после того, как собрали пестики, пришли, помыли, почистили, помыли. А потом вот такие корыца были. И в корыте рубят. Конечно, сейчас через мясорубку, но вкуснее, конечно, когда рубишь. Они сочнее получаются и не кашей. Рубленые пестики, они пригодны уже для перепечей, для пельменей. А целые идут на селянку, на суп. Раньше эти пестики солили в банках. Они хранились всю зиму. Сейчас, когда есть уже морозильные камеры, пестики хранят в камерах морозильных. И все, зиму почти. Приезжают гости, перепечи, табани. Вот еще табани можно делать из пестиков. Ну, в детстве, когда уже снег сходил, все собирали почему-то как-то вот. Так, видимо, надо было, потому что это пища от родителей наших пошла. Они рассказывали, что вот войну выжили, потому что добавляли, это муки же не было. Ну, чуть-чуть, может, мука была, вот добавляли уже пестики. И когда снег сходил, всей гурьбой ходили на поля, искали, собирали пестики. Приходишь, сразу селянку делаешь. Сейчас говорят омлет, тогда говорили, ну, вот это вот мужское слово, селянка, но мы делали селянку. И это было радостно, потому что идешь всей гурьбой, дети собираются, а взрослые-то больно не ходили, потому что уже все работали. В основном эта вот работа была для детей, собирать пестики. А родители уже готовили всякие деликатесы. Но тесто для перепечи надо делать тугим, потому что мы же сочни делаем, и чтобы вот сочни держались эти кругляшки. Получается, тесто надо тугим. Вот, если на пельмени делаем, на пирожки помягче, то тут надо тесто тугое, чтобы края держались. А раньше ножи вообще в руки не брали, вот это все тесто вот так ломали. И делали вот такую култышку, потом тоже вот так же ломали и крутили. А сейчас нам удобно. Ножик взяли и ножиком. И потом вот уже делаем сочни. У каждого своя технология. Вот как-то кто-то просто выщипывает, щиплет с разных сторон. И уже получается. А у меня почему-то то ли от мамы это пошло, то ли от бабушки. Вот как-то так. Получается у меня кружочек походит по всей руке. Каждый край. Мы нарубили пестиков. Готовим начинку для перепечей. Добавляем сметану. Также добавляем туда мы лук, соль. Ну и, конечно, как же без яиц. Добавляем яйца. Чем больше есть, тем вкуснее. Ну, в старину бабушки добавляли еще и молоко. Ну и сейчас добавляем, да. А еще добавляли, я помню, отваривают мясо, вот это вот бульон тоже добавляли в перепечи. Но это еще густо, нам надо еще добавить. Пестики же они как бы суховатые, приходится штук 10 и 15, ну, смотря сколько пестиков. Ну, туда еще и молоко добавим. Еще тугое надо еще добавить.
Ну вот мы сделали начинку без фарша, а сейчас мы сделаем с фаршем, добавим. Чтобы сочнее, вкуснее. Раньше делали перепечи чисто пестишные, без добавления мяса. Ну вот сегодня мы сделаем с добавлением мяса. Пельмени тоже мы делали двух вариантов, и с мясом, и без мяса. Кому как нравится. Ого, там уже надо перепечь, надо, да. И потом уже свечи будем ложить. Надо добавить, потому что маловато где-то начинки. Ну вот теперь будем ждать. Сейчас Матряна зажжет. Стоп. Да, это мало. Ниткой резать. Первая партия у нас. Что пить?